столице республики продолжается комплектование в дошкольные учреждения. Родители возмущаются. Кому-то, чтобы довнести документы или просто получить консультацию, приходится вставать в очередь с раннего утра, а другим предлагают сады не в том районе. Как решается ежегодная проблема с комплектованием дошкольные учреждения столицы, разбиралась наша съемочная группа. Уже 20 лет Бактыгуль Сагдарова живет в Якутии. Российское гражданство получила давно, собственного жилья у нее нет, прописано у знакомых. Живет по съемным квартирам. Сейчас в том районе, где работа и садик старшего сына. Младшую дочь туда, однако, не берут. Регламент строг. Путевки выдают только по прописке. Сейчас этого садик мне предлагает 17-й квартал или аэропорт. Вот сейчас у меня сын будет ходить в 3-ю школу, 1 класс, и я дочку возить в аэропорт, у меня состояние этого не позволяет, потому что это финансы. Финансы не позволяют женщине решить и жилищный вопрос. Ей снова приходится переезжать к знакомым. Временно, пока съемная квартира во власти талых вод. После того, как гражданский муж уехал на родину, в Кыргызстан, и создал там новую семью, Бактыгуль осталась одна с 2 детьми. Швея по образованию устроиться в ателье не может. А работа на полный день – предел мечтаний, пока несбыточных. Территория чистка. Уборком занимаюсь. Вот управляющая компания. Подъезд убирает. Поэтому я быстро пошла убирала, пришла домой, вот дочку посмотрела. Несмотря на перевод муниципальных услуг в электронный вид, в столичной мэрии очередь у дверей дошкольного отдела по-прежнему живые. Первые родители подходят аж к 4 утра, чтобы уж точно попасть на прием к специалисту. Проверять. Каждый год проверяем. Зимой приходило, талонов нету. Никогда не бывает талонов. Вообще ужасно, что тут творится в мэрии. И сейчас талонов нету, вот живая очередь, не знаю. Да, телефон я даже и не нашла, если честно. Звонила сколько, какие телефоны, бесполезны. Не нашла. Да, в прошлом году звонила какой-то номер, дозванивалась, а нынче никуда не могу дозвониться. 17 мая вступил в силу новый административный регламент. Теперь заявление можно подать через портал государственных и муниципальных услуг. Загрузить отсканированные документы черно-белого цвета в формате PDF. Также в электронном виде можно и сверить очередь. Для того, чтобы сверить очередь, родителю не надо проходить процедуру регистрации. Ему для этого достаточно зайти на портал образовательных услуг eduyakutia.ru, выбрать вкладку по документам ребенка и ввести свидетельство о рождении ребенка. Что касается тех, кому, как и Бактыгуль Сагдаровой, путевку выдают в муниципальный сад на другом конце города, то они могут подать объявление об обмене местами. Главное – предупредить руководство дошкольного учреждения и верить, что найдутся родители, кто ищет место в саду именно в этом районе. Анна Васильева, Александр Жуков, Георгий Григорьев, Павел Пахомов, Якутск.